Сотрудники уголовного розыска МВД при силовой поддержке Росгвардии провели уникальную операцию. Задержали жителей Новосибирска, которых подозревают в мошенничестве в отношении жителей Коми. Они могут быть причастны к 53 фактам. Все истории похожи. На домашний номер звонили неизвестные и предлагали помочь их родственникам, якобы совершившим преступление за вознаграждение. Фабулу материалов дела раскрыла помощник министра внутренних дел России полковник Ирина Волк. Полицейскими республики Коми по подозрению в серии мошенничества задержаны 3 жителей Новосибирска. Все мошенничества были совершены под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Аферисты звонили на стационарные телефоны граждан. Если на звонок отвечал пожилой человек, один из них представлялся его родственником, говорил, что задержан за совершение преступления и просил оказать помощь. Второй представлялся работником полиции и диктовал, на какие счета необходимо перевести денежные средства. Если пожилой человек не мог самостоятельно осуществить перевод, злоумышленники использовали в качестве курьеров водителей такси, для которых придумывали свою легенду. В итоге на подобные уловки попались 17 жителей Сыктывкара, которым в общей сложности причинен ущерб на сумму порядка 700 тысяч рублей. Еще у 36 сыктывкарцев аферисты пытались похитить почти 3 миллиона рублей. Однако граждане либо не смогли перевести деньги, либо распознали, что это обман. В настоящее время 2 фигурантам уголовного дела судом избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. 3-й участнице подписка о невыезде. В ближайшее время задержанные будут этапированы в Сыктывкар. Расследование этого уголовного дела продолжается.